Знакома ли вам ситуация, когда, проснувшись утром, вы не хотите вылазить с постели? Даже нет, не хотите. У вас нет сил поднять себя в вертикальное положение. Почему-то в голове совсем нет идей, любимая работа не радует, а третья чашка кофе никак не помогает сконцентрироваться. Весь день проходит как на автомате. И сил остается только на то, чтобы бездумно скроллить ленту Facebook. Что же с вами произошло? Где ваша амбициозность? Где горящие глаза? Это же не вы. Итак, всем привет! Меня зовут Рената Жулаева, мне 28 лет. Более 7 лет своей профессиональной деятельности я посвятила и продолжаю посвящать международному юридическому консалтингу. Пожалуй, одному из страшнейших мест с точки зрения work-and-life balance. К сожалению, сейчас эта сфера не является единственной, где фраза work-and-life balance остается только фразой, написанной на бумаге. И все чаще и чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда родственники, друзья и знакомые желают нам этого пресловутого баланса, а мы, будучи именинниками, лишь тяжело вздыхаем. И ничего не меняется. Итак, о профессиональном выгорании. В начале этого года американская журналистка опубликовала достаточно подробное и объемное эссе «Как поколение миллениалов стало выгорающим поколением». Вслед за этим эссе потянулись тысячи мнений, зачастую диаметрально противоположных. Если одни говорили, что причина в эгоизме и лени, то вторые связывали выгорание непосредственно с большим прессингом извне и неумением правильно отдыхать. Если нарциссизм и лень мы все-таки оставим на рассмотрение каждого индивидуально, то эмоциональное выгорание, связанное с прессингом, которое является последствием постоянно повышающейся профессиональной планки, или неумение отдыхать, когда ты постоянно круглосуточно мониторишь рабочую почту, или не можешь уснуть в 3 часа ночи, думая о проекте. Как с этим справляться? Именно об этом я и хотела с вами поговорить. Человек уставший, человек выгоревший не может за собой вести, не может созидать и не может поддерживать. Именно поэтому знание того, как регулировать эмоциональное здоровье и как эффективно справляться с эмоциональным и профессиональным выгоранием является не просто частью, а основой не только эффективного лидерства, но и экстенсивного развития личности, как персонального, так и профессионального. Уставший лидер, выгоревший лидер, плохой лидер. Мы не роботы, мы люди. Начните с малого, обнимите себя.